Награду российского достоинства внесли коррективы в планы на лето. Воспитанники Республиканской федерации тайского бокса на завершившемся в Улан-Удэ юношеском первенстве страны завоевали полный комплект наград. С теми, кто сумел подняться на пьедестал почета, и их наставниками пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Золотым стало выступление в категории до 60 килограммов подопечного первой столичной спортшколы Романа Никитина, спортсмен в синей защите. Воспитанник Александра Осипова провел на турнире 4 поединка. В финале ему противостоял принципиальный соперник из Новгородской области Ярослав Гурьянов. Тем не менее, чемпион Чувашии 2018 года сумел одержать очень важную для себя победу. Это наша общая победа и федерации, и моей семьи, и моего братика Миши. Я надеюсь, он тоже подрастет и придет со мной вместе в зал. Вместе с золотом российской пробы Роман получил путевку на первенство мира, который пройдет в августе в Бангкоке. А вот его коллегам по сборной Чувашии Владимиру Данилову и Кириллу Этричеву, завоевавших в столице Бурятии соответственно серебро и бронзу, право выйти в ринг в столице Таиланда еще надо подтвердить. Так что для лидеров сборной Чувашии лето обещает быть по-спортивному жарким. Медали, завоеванные на первенство России, несли коррективу в планы федерации. Подготовка началась уже на первенство мира. На первом этапе мы начинаем общую физическую подготовку, а с 1 июля мы начнем основные сборы. У президента Республиканской федерации тайского бокса Игоря Ильина голова занята поиском финансов. К сожалению, Всероссийская федерация взять полностью на себя расходы по командированию сборной, увы, не имеет возможности. Так что компенсировать недостающуюся часть за своих спортсменов придется региональным федерациям. В прошлом году на первенство мира мы не поднялись на пьедестал почета. В этом году мы надеемся на лучшие результаты. Команда у нас в этом году достаточно сильная. Тем более это престижно завоевать призовое место на родине тайского бокса в Таиланде, в городе Бангкок. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша.